Привет, друзья, с вами Одинокий Джейсон. Сегодня тоже очередной день. Небо предвещает, хотя и тучное, но солнышко предвещает, потому что вчера была очень нелетная погода. И так получилось, что весь день на этом диком простоял на берегу моря, было холодно, ветрено, но что сделаешь? Немножко загар. Я был белый, светлый. Хоть чуть-чуть даже солнышка нету, но загар я получил небольшой. Ну вот видите, наша это гостиница Один Стар. Тут вечером сидят, веселятся. А я, как всегда, ложусь спать раньше, потому что рано утром нужно вставать. Вот, смотрите, вдалеке видно море. А мы сейчас туда пойдем. Вот у нас бассейн. Все вот предвещает хороший день. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Давайте мы пойдем дальше. Это лобби нашей гостиницы, видите? Все чинно, все хорошо. Мы тоже, вот еще верхний этаж есть, купол есть. Гостиница, по-моему, четырехэтажная, пятиэтажная, я не знаю, сколько этажей. Вечер, видите, тут для отдыха, для посиделок, книжки, море. Ну, такое, сейчас мы спустимся. Я сегодня одел бесшумный сланцы. Так было очень шумно. Ведь красота неземная, все очень. Вот тут магазинчики. Если вдруг что-то нужно купить, тут лобби, видите, там вдалеке лобби. Сейчас вход в гостиницу. Ой, рано утро, закрыто все. Видите, сейчас немножко пройдемся, выйдем. Ага, можно выходить, не закрыто. Это вход нашей гостиницы. Видите, такси, город. Там город вот такой. Название гостиницы Один Стар. Мы заходим, потому что нам предстоит другая совсем задача. Я немножко решил вам показать 4 звезды гостиницы. Хотя сейчас указывают туристические компании, что это 3 звезды. Раньше, наверное, было 4 звезды. Но я вам скажу, питание очень отменное. Все как на высшем уровне. Где тут выйти сейчас? Я сейчас все закрыто, перекрыто. Где тут выходить, я тоже не понятно. Может спуститься. Короче, выход закрыт, я не знаю, где ему уходить. Сейчас я спущусь в ресторан. В принципе, стол поставим. Давайте я не буду. Это тут лестницы крутые. Я решил через ресторан уйти. У меня сейчас предстоит беседа. Тут, видите, тут тоже магазинчики. Все у них перекрыто, все закрыто. Рано утро. Смотрите, это наш ресторан. Там они веселятся. Я через ресторан пошел. Вот тут никого нет. Но они все закрыли. Все перекрыли. В принципе, сегодня я хочу тоже на политические темы немножко поговорить, так как я когда снимал вот этот ролик, который чеченцам здесь не место, об ингушо-аварском кумыкском братстве лжи или лицемерия. Я там ничего даже не сказал, я не думал, что он так взлетит. Я думал, сейчас без политики, без ничего, потом сниму вторую часть.
И вот эту вторую часть подробно объясню, в чем, как, что. И так получилось, что этот ролик взлетел, не знаю почему, хотя и там не было ничего такого. В самом конце немножко поговорил про эту ситуацию, нападков соседей на чеченцев. И я так думаю, эта тема почему-то зацепила, и много было вот этих там просмотров, во-первых, было, я не знаю, сколько просмотров, по 4000, даже больше, может быть. И вот так и ролик разлетелся, и я рад этому, потому что, знаете, волнует людям не безразличны наши судьбы, тем более, когда, вот, знаете, все, что бы ты ни взял, где бы ты ни посмотрел, все пиарятся на этих чеченцах. Везде вот слово чечен ставят, и что там толка? Хорошо, что если было бы все хорошее, там, светлое бы, я не знаю, прекрасно. Есть много негативных роликов, не только позитивных. И вот я не знаю, как нам справляться с этой славой, но эта слава, знаете, нам досталась не с потолка, не, я не знаю, кто-то там нам решил соизволить, и решил нам немножко, как сказать, помочь. Все это посыпалось нам на голову, там, я не знаю, нежданно, негаданно, это не так, потому что, знаете, даже последние 20-25 лет Чеченская республика, чеченский народ, сам дети, женщины, старики переживали очень страшные события. На их голову сыпались бомбы тоннами. И этот ужас годами продолжался в тяжелейших условиях. Я не знаю, война — это страшное слово, не дай бог другим народам, это наше современное мир. Тем более, когда огромное государство, которое приняло на себя обязательства тебе защищать, нашла мелкий повод придраться. И вот этот 91 год, это был год, знаете, не только Чеченская республика захотела стать независимой. Татарстан, Башкортостан, все 15 союзных республик вышли из состава СССР. Но это было такое время, и, конечно, чеченский народ, который 500 тысячелетиями боролся за эту свободу, конечно, он воспользовался этим ситуацией, как и другие народы, как и сама Россия. Она стала свободной Российской Федерацией, свободной страной. И вот это историческое, это же не просто так, когда, я не знаю, это имя, исторический момент, когда это все был разрушен Советский Союз, он распался. И вот это в историческом моменте Чеченская республика тоже воспользовалась, чеченский народ воспользовался своим правом на самоопределение. И вот казалось бы, почему-то бомбы не сыпятся на Татарстан, на Башкортостан, город Казань не бомбили. И я не знаю, Уфу тоже не бомбили, не стерли с лица земли Татарскую республику Татарстан, Башкортостан. Вот именно чеченцам не решили всю свою злость, всю свою ненависть высказать нам, чеченцам. И вот этих русских мы понимаем, потому что они врагами, всю свою жизнь были нашими врагами. Да, мы сейчас именно существуем, это и знаешь, что какой-то промежуток, какой-то негодяй, какой-то решится снова воспользоваться в этой ситуации и нам вредит. Я хочу сказать, что врагов нам достаточно. Вот не хватает сейчас этих врагов соседей, которые как бы братские народы, соседи, и мусульмане по вере, и я не знаю, очень много объединяющего, но так получается, что оно разъединяет нас всех. И вот какие претензии вы хотите предъявлять чеченцам? Мы что, бегаем по этим площадям и говорим, что вся Ингушетия наша? Кумыков не существовало. А варцы, эти колхозники, которые
кишлаках горных живут. Мы ничего не говорим, мы просто работаем, мы восстанавливаемся. Мы все было разрушено, все было в руинах. И вот я не пойму этих соседей, во-первых, братьев так называемых лицемеров, это вот ингушей, которые цепились мертвой схваткой чеченцам и не могут их оставить в покое. Вот притязания к любому поводу, вот они бегают, они веселятся, я не знаю, наслаждаются своей ненавистью чеченцам. Это что нету, это что я сейчас сижу тут в Тунисе, в арабской какой-то, в Африке и придумаю, что ли? Нет, это есть. Это есть. Поэтому я вам, просто я не стал в том ролике все это рассказывать. Вот, казалось бы, как будто бы у чеченцев нет проблем, и мы все, нам в голову сыпется все это благосостояние. И вот завидовать чему? Завидовать нашей крови, завидовать нашим страданиям. Вот это я не понимаю. Да, не нужно спать, нужно строить. Как вот даже вот эта арабская страна, нищета тут. Вот в городах вы не были, это гостиницы трехзвездочная. И как это? И как? Почему вы к нам придираетесь? Почему вот постоянно дагестанский вот этот деньги отели, этот красный горшок, все вот эти историки, какие там историки, это историки, стукачи, когда сексоты, КГБ там пятки этим русским лизали. И вот это такие ничтожные, такие мелкие существа, это не люди. И вот они вот предъявляют чеченцам претензии. Чеченцев это не то. Вы знаете, я сейчас начну весь этот список оглашать, это катастрофа. Это катастрофа Кавказа. Вместо того, чтобы соединяться, разъединяют. Даже русские и не стараются, мы сами готовы. Вот знаете, как дурачки вот, накидываются друг на друга. И вот хотите сказать, что вы хотите этим сказать? Что вы ничтожество, это мы поняли. Это мы поняли, потому что порядочный человек так себя не ведет. Вот почему-то мне в голову никогда раньше не пришло. Сейчас я, конечно, комментирую, и мне приходится говорить неприятные слова. Вот в голову мне не приходило стоять и что-то вам говорить. Вот я никогда в жизни не выступал, никогда в жизни какие-то, ни в какую сторону, ничего обидного, ни слова я не скажу. Ну, я же чеченец, я что, должен сидеть и молча слушать у вас? Нет, это, знаете, футбол, это игра две ворота. Если вы накидываете на нас, мы будем просто отвечать вам. И я надеюсь, что это когда-нибудь в канале прекратится. Я понимаю, может быть, это да, кому это нужно. Вот я тоже выгоду получал, я понимаю, что вот ингуши, эти аварцы, эти кумыки, эти народы вокруг нас. И вот они нам, я не знаю, нас терзают. Дайте нам свободно хотя бы вздохнуть. Вот. Мы это пережили, мы это, вы знаете, все это перенесли на своих плечах. Вы, когда по телевизору, попкорном ждали хэппи-энда, вы думали, что мы чеченцы, все, конец чеченцев, вы голодные шаявки, шакалы, я не знаю, трусливые, вот, прижавшие хвосты, прибежите, все это добычу брать, как это вы раньше делали. Вот это же Кавказская война, вот это точно так же вы все это получили. И вот сейчас, когда вы ждали, это же ждали, что сейчас лакомый кусочек вам, вы раздербаните огромную Чечню. Здесь чеченский народ пустите по миру, по нитке, не получилось. Вы зря ждали, вы зря надеялись. И вот это ваше разочарование, скорее всего, в том, что русские не смогли до конца нас на колени поставить. Нас никто не сможет поставить на эти колени. И вот вы решили нам вот гадить. И гадите днем и ночью. Вот знаете, я надеюсь, вы понимаете, что вы делаете.
Я просто потусторонний, я даже не заинтересованное лицо. Я живу шикарной жизнью за границей. Мне это не надо. Я в Чечне последний раз был в 2019 году, больше, скорее всего, туда не поеду. И вот я говорю вам, товарищи, оставьте нас в покое. Не придирайтесь к нам, не предъявляйте претензий. Вот предъявляйте себе, вот ваше плачевное состояние, это ваших дел рук. Это чеченцы там ни при чем. Мы у себя, у нас свои границы, у нас свои заботы. Почему вы к нам лезете? Все со всех сторон, это наркоманы, это проститутки, это аморальные личности, которые всю свою жизнь завистники и вот на чужое, падкой на чужое. Что вы от нас хотите? Скажите мне. И я не знаю, я стараюсь в своих репортажах как-то это немножко говорить спокойно, немножко вот это. И вы не оставляете нам никакого выбора. Что мы должны сделать? У нас военных положений нету противоборствующих сторон. Почему вы и ваша Республика Дагестан, вот эти профессора, им разрешается все говорить, это правоохранительный орган, вот фейки создают, вот это все на это прикрывает глаза. Республика Ингушетия то же самое. Это у них на государственном уровне, это Министерство культуры, это Министерство пропаганды, вот это. Они на государственном уровне, уже на государственном уровне, и они вот делают свои вот эти грязные дела. Ничего нет. К России за маленький пост, за перепост, за фотографию какой-то перепостил. И русские Иванушки сидят в тюрьмах 15 лет, 20 лет. А тут Северный Кавказ целая демократия. В одном взятом регионе демократия у нас. И все прикрывают. Там же ФСБ тоже там. Точно так же, как в Новосибирске, Дальнем Востоке, в Самаре, в Санкт-Петербурге, Москве. То же самое ФСБ сидит в этих национальных республиках. И вот делает вид, что все хорошо, что шито. А главное, что местную власть мы не ахаем. Пусть чеченцы там чморят, это ничего страшного. А мы что? Должны это все видеть, все смотреть, на все это делать вид, что ничего не происходит. Да, происходит. Да, происходит. И вот такое, вы знаете, я не знаю, как вам, дорогие мои, рассказать. И что вы, куда хотите идти, прийти, тоже непонятно. Вот берег моря, сейчас дождь будет снова. Короче, нелетная снова погода. Ну хорошо, я даже не буду на берега сидеть, пойду домой. И вот такое непонятные вещи происходят с нами. И я не знаю, когда это все закончится, когда это все вы прекратите. Вы знаете, товарищи ингуши, вам не стыдно? Понятно, дагестанцы, это уже другое, это микс всего, там ответственно не будет, там 30 народов, и ты не найдешь крайнего. А вот ваши ингуши, это вы же только одни ингуши. Почему вот 3 района только, что ваша власть, там тысячи этих чиновников не могут вас проконтролировать, не могут за вашими хвостами приглядеть, вот это мне странно. Понятно, в Дагестане там 25, 30, 40 районов, непонятно какой народ там, везде все хорошо, это сложно. А вот в Ингушетии, что вы творите? И вот это вы, эстафету вы взяли, вы бегаете по этим площадям, как продажные эти проститутки, и кричите, орете, требуете, как маленький ребенок в садике. Кричит, я хочу, не хочу каши, я хочу это, печенье. Вот вам печенье. И вот и вам обидно, а мне не обидно. Вот точно так же вы знаете, вы думаете, что вы умные, что вы грамотные. И вот нас, чеченцев, вот как всегда вы дурили, решили обдурить. И вот это нас провоцирует на такие разговоры, чтобы потом сказать, смотрите, какие это нехорошие чеченцы. Вот они на нас нападают, это вы воры.
жулики. И это вы все крадете, все это присваиваете. Это вы нас, вот знаете, мы молчали уже в 18 году, это понятно было. Это вас, чтобы не тревожить, думали, сейчас успокоиться. Наоборот, каждым годом, когда с Лубянки, с Москвы вам какое-то приходит письмо, вы начинаете. Вас, шаявки, вы, как и собачки на поводу. И вот это не просто так. Это, я не знаю, кто... Я не могу утверждать, что вот это ФСБ сделал, но вряд ли зачем ФСБ взрывать внутри своей страны вот это, вот как друг друга народа. Ну, с одной стороны так, с другой стороны, скорее всего, это тоже, я не говорю, что все главные, вот кто-то там сидит больной на голову тоже, КГБшник бывший, и вот ему видится этот мир вот такими глазами. И поэтому все это происходит с нами. Я, дорогие мои, я не знаю, к чему вы придете. Вот мы, чеченцы, мы знаем, к чему идем. Мы идем к светлому будущему. Мы уже стали это, за вашу честь защищать, за ваше достоинство защищать этой России на весь мир. Мы вот, есть чеченцев, вот на это Кавказе, это адыгов, чеченцев, это лезгин. Это не было бы, что было бы с Кавказом. Имеется в виду адыгских народов, черкесов, кабардинцев, это все адыгские народы. Вот что с нашим Кавказом было бы? Вы думаете, что это республика вообще, знаете, даже в районном составе Осетии вы не были бы, в Ингушском районном составе Осетии. Вот это мы, чеченцы, это мы, это своелюбивые народы Кавказа, адыги, черкесы, и какая-то часть, вот это даже авар, и кумыки там в свое время, они в Кавказе, свои интересы у них были, эти шамхалы, эти князья, эти господа. У нас, чеченцев, не было господ. Мы никому не подчинялись, поэтому вели эти войны. Вот кто-то, враг, наступает на нас, поэтому, вот знаете, в исторических учебниках, почему вот, вы сразу говорите, а почему у вас нет там 200 лет, 300 лет, а потому, знаете почему? А потому что мы никому не подчинялись, вот Персия нас не захватывала, Османский империя нас не захватывала, мы от Сулака до Дарьяльского Ушали, это свободолюбимые народы, вот там, вот это, и там, вот, почему Дербент, потому что его постоянно захватывали, поэтому он где-то в источниках остался. У нас не было князей, шамхалов, вот это уцалов, нас не фиксировали, знаешь. Вас как кумиков фиксируют? Нет, это шамхалы, тартинские, вот это именно из-за этого шамхала вас писали, или этого уцала аварского там, я не знаю, и вот так вас фиксировали в книжках. Это не потому, что вы на народы, вы существуете на этой карте, нет. Это потому, что вы были, ваши господа имели дела с большими господами в Стамбуле или в Персии или в Москве, и вот вас и фиксировали. И нам не надо предъявлять, даже, знаете, то, что есть, чеченцам достаточно. И татаро-монгольские иги, государство 77 на территории Чеченской было, и в грузинских источниках, армянских, и Урарту, все есть, все это про чеченцев, это не про вас, товарищи, не про вас, это про чеченцев. Даже аланское государство, да, ходили осетины, вот это все, ингуши не, и вот даже вот это же покрывало современной Чеченской республики. И вот мы не говорим о величии, но знаете, вот я когда был школьником, вот когда мы открывали это учебник истории, и вот там, вот имам Шамил, это чеченцы, я по этим учебникам учился, вот я не придумал, как вы сейчас сидите там, от скуки там, я не знаю, из-за безграмотности или за бабки, вот сидите и сочиняете эти басни ваши. Крылов давно умер,
Андерсон, сказочник тоже, вот новые вот эти. И вот не до историки, не до писателя, не до политики, вот не, ще потреб, китайский ще потреб, вот какого вам, я не знаю, как вы достали, конечно, как вам вот это. И я вот удивлюсь, вот, знаете, и эти имеют последовательность, и приходит вот этот стрим, этот Башлама Чимаева, вот пришел вот это, в самом начале он прискакал, это Хабиб, типа Кумык, я не знаю, кто он там, историк, недоисторик. Вот этот шпана пришла и начал свое с самого начала агрессивно. Вместо того, что ты же гости пришел, еще мусульманин, еще вот это, нам как и надо скромно, культурно вести. Вот это наглые, это ингуши, вот наглость этих людей, вот это самые, не знаю, чмошные, вот это, я не знаю, вот это дно, вот это общество, это вылазывает порядочный, нормальный, культурный, грамотный, молчат, сидят требушки, потому что они боятся, если они откроют рот, эти нападут, эти дикари нападут на них, и вот это, чтобы не попасться вот это, на это перекрестный огонь, вот, они молчат все эти. Ученые, думаете, в Дагестане нет грамотных людей? Есть. Очень много. А вот это, мой дедушка был историком, вот этот красный горшок достал он. Этот, мой дедушка, причем дедушка, причем ты? А ты кто? Ты никто. И вот любители ингушей с ингушским флагом размахивают, бегают на эти эфиры сзади. Вместо какая, вот, какой-то человек, он живет в Дагестане, гражданин Республики Дагестан, и вот вместо того, что дагестанский флаг ставят чужой флаг. Вот такие они. Придут немцы, поднимут немецкий флаг, придут красный, поднимут красный, придут белый, поднимут. Сразу оккупать, вот сразу ждут. Вот такие люди. Продадутся сразу. Любому. Кто платит, кто заказывает музыку, тот и заказывает музыку для них. Ну вот такое небольшое отступление, конечно. И вот чеченцы тоже меня немножко удивляют, потому что не нужно быть такими пассионарами. И зачем слушать этих идиотов, зачем им представлять площадки? Вот этот Хабиб, вот гость, он пришел, он говорит, у вас нет истории, вы никто, вы в Кавказской войне, они воевали, это мы кумики, это мы, это как это аварцы, это мы аварцы, это ингуши тоже, это мы умирали. Вот один ингуш мне говорит, а вы чеченцы в чеченской войне не умирают, мы ингуши умирали. Вас чеченцы только участвовал, говорит он, знаете, 1500 человек только участвовал чеченцев. Все остальные были. Это мы умирали за Чечню. Вот такие герои на потом. Это когда эта война шла, началась, даже не шла. Вот первая бомба упала в город Грозный, и почти 100 тысяч ингушей, которые прискакали в 92 году во время ингушско-осетинского конфликта в Грозный, все почему-то Назран, они мимо прошли, мирный Назран, свои ингушети, все нахлинули в Грозный. И там у грозненских тоже хватало 20, 30, 40 тысяч. И вот эта первая бомба, когда в Грозный упала, все юбки задрали и гобком убежали в свой Азрань. Сразу же убежали. Никто, они там, многие ингуши родились там. Их родина, это Чечня. И какое там предатели своей родины. Вот. Убежали мирные ингушети. Убежали мирные ингушети. Вот такие патриоты, вот такие герои великие. Ни одного ингуша там не было, ни одного. И вот эти герои, горе-герои, сейчас задним вот числом, конечно, мы герои, мы такие большие воины. Одна бомба упадет на Назрань, некому будет Назрань защищать. Их недостоинство, их нечесть этих ингушей. Я не говорю про всех ингушей, я говорю вот этих, которые подняли голову
И не один, и два человека, это и тысячами они вот бегают, скачут по этим площадям. О, такие дела. И вот наши чеченцы, представляете, вот так и миролюбиво разговаривают с ними и стараются вот это, знаете, или нужно вот так, или по-другому. Не надо, вот 5 часов это шел этот репортаж, дискуссия среди чеченцев про чеченскую историю. Этот кумык никак, это Хабиб. Кумык никак не отставал. Знаете, когда он заходит и начинает свою пропаганду. И ингушские инструкции. Ингушские, вот, скорее всего, большой друг ингушей. И вот начитался этих ингушей. Этот красный горшок то же самое. Вот они манипулируют, они их обрабатывают. И если это были бы девушки, я понял бы, парень там соблазнил эту девушку, я не знаю, как того бы, вот, а это мужики все почему-то, и вот влюблены в ингушей. Такие же, как они, вот, знаете, они не ищут чеченцев, друзей, не ищут там правды. Им зачем это? Там нужно, вот, мужество, оно же не продается в супермаркете, его не так легко приобрести. И вот когда нужно будет, тогда, конечно, лучше они будут с ингушами мирными, миролюбивыми, которые никогда на их территории не происходили военные действия. Это выгодно, потому что если чеченцам, потом, если вдруг начнется какая-то заварушка и придется плечо о плечо чеченцами защищать честь, зачем им это? Они же трусы, они же предатели своей родины. Они поднимут руки и пойдут строем. Какая власть придет, тому поклон. И вот такие люди ищут себе подобных. И вот они стараются и гадить, и вот это, потому что если одного приспучили бы, тем более в Российской Федерации, это уголовное преступление, фейки создавать. И вот на ингушей это не распространяется, на этих аварцев это не распространяется, на этих кумиков это не распространяется. И вот странно видеть, слышать. Потом эти русские Иванушки, Кавказской войны то же самое было. Они с чеченцами воевали, умирали, они Иванушки, а потом выгоду получатели эти ингуши. Взяли, с гор спустились, и давай нам этот участок, давай нам это село, давай нам этот район. Вот Иванушки умирают, а выгодополучатели эти ингуши. Вот такое. Ой, солнце не светит, я так думаю, ничего там сегодня хорошего нам не предвещает. Надеюсь, что-то справится, но... тучи ушли, ура, это уже есть хорошая новость, тучи ушли. Ну, вот такое. И вот чеченцам, мой укор чеченцам, что вот, если наши предки вот так бы вели бы эти дружелюбные разговоры с врагами, этот же враг, он же пришел, он же не признает чеченцев, он не признает чеченской истории, не признает вот героизм чеченцев, вот, ничего не признает. Он говорит, нет, это чеченцы никто, вот простыми словами, вот мы такие. Ингуши то же самое. У них, когда я слушал, подумал, что он ингуш, честно слово. Сперва я подумал, что он ингуш. Да, потом этот акцент дагестанский я слышу, там нотки этого акцента. Потом думаю, двойные личности у меня было. Или это ингуш, или это Дагестан. Вот у них, они сидят в одних чатах, в одних вот этих форумах и дружно ненавидят чеченцев. Вот эти соседи, как вы думаете, такие соседи, в трудные минуты придут вам на помощь? Нет, не придут. Нет, не придут. При первой же возможности вас кинут. При первой же возможности вам же нож в спину. Вот предатель есть предатель. Конечно, чеченцам нет места в этом куяне подлецов, лицемеров, лжецов. Вот это видео залетело, вот это сейчас я снял хотя бы нормальное видео, вот не знаю,
Посмотрят люди, не посмотрят. Я же не могу, это же не музыка в ресторане или не меню в ресторане, где можно заказать. Вот бывает, если было бы сегодня солнечно, знаете, я, может быть, по-другому говорил бы. А так и немножко пасмурно. Вот у меня вот такие разговоры. И вот да, надо учиться, надо, знаете, не надо, вот наши отцы тоже, если миролюбивыми были бы, вот так соглашались бы на все вот эти установки, разве мы бы сохранились бы народом, разве мы, что-то у нас было бы такое объединяющее? Мы чеченцы, и оставьте нас спокойно, не лезьте к нам, своими делами занимайтесь. У вас очень плачевные дела, мы в этом не виноваты. Это ваши предки вас вот так вели по этому пути. Вот вы дошли, вот ингуши, великая нация, народ, там, это цивилизация Кавказа, вот и послушаешь их, это лжецов, это сказочников, басников. Вот, цивилизация зародилась в Ингушетии. И 6 тысяч, 7 тысяч лет, сколько тысяч лет им. Вот это, вы знаете, вот это Бухара, Самарканд, вот эти города, даже Дербент, они говорят 4 тысячи лет, но там вряд ли. И да, Самарканд, вот этим я поверю. Там они скромно говорят, нам 3500 лет. И вот я поверю туда. И в это, кто слышал про эти Азрань, это даже столица у них Магаз, 30 лет нет. Вот великая нация. Вот это тоже, кумык пришел. Чеченцам нужно, конечно, быть немножко, не то что агрессивным, немножко быть собранным. Сразу, да, знаете, когда вы с юрт кочевники, вы что вы хотите сказать? И вот утверждать, что вся эта территория Чечни это кумыкская. Вот интересно. Город Грозный у них не... Вот это кочевники. А потом название, говорит, всех этих рек, все населенных пунктов, это кумыкское название. Это наши историки, вот эти дурачки, вот русские написали, какой-то Ванушки, и вот следует вот этому. Это Башлам тоже, только по бумажке, где-то это написано, и мы будем... А почему ты не можешь сегодня это написать? Раньше это не было возможности понять, что, как, ДНК проекты, все проекты. А почему нельзя это точно так же историю написать сегодня, а потом через 100-200 лет будет понятно, что это было. Это нужно писать сегодня. Это, как это писаешь? Это же нет интеллигенции, что вот только можно писать 100 лет назад, 200 лет назад. Это написано, это правда, а все остальное неправда. Не нужно вот это фальшивки, вот это лепить на коленках, вот, которые лепят ингуши, это кумыки, эти аварцы, соседи наши. Вот мирно, мы с ним были бы в разрухе, да, они захватили бы эти земли. Вот, а сейчас жирные кусочки Чечня, все процветает, все расцветает. И это монотонное, такое красивое, современная республика. И, конечно, их это гложет. Конечно, они бы вот это. И вот сочиняют. И ничего нет. И все, милиции Дагестана. Нет, вот кумыки, вот что-то там, какой-то это говорит, это YouTube платформа, это доказательство. Есть, вот взял, иди сюда, с чего ты взял это так? Это сейчас сказать, многонациональное государство, ты хочешь разрушить вот этот наш, разрушить наше единство, вот и этих провокаторов, вот одного, двоих, троих в тюрьму посадить, и все, это бы прекратился бы один миг. А значит, это не выгодно. В Москве это не выгодно, нужно стравливать кавказские народы, чтобы пусть они между собой воюют, а Россию они даже и не вспомнят. Вот это, конечно, это логично. Я бы тоже так делал бы. Может, между собой грызутся. И главное, никаких претензий к России.
Вот такие дела в нашем солнечном, не солнечном Зардисе. Конечно, сегодня тоже погода немножко подхромает. Но такое. Давайте я на берег Норы эти палитки достала, если честно. Я не знаю, нужно, конечно, свое создавать, свое толкать. Не нужно любезничать с людьми, которые, вот знаешь, подонок. Вот одно вот слово хватало, что он сказал, чтобы его послать подальше. А 5 часов он потом уходил, потом, когда нужно, приходил, и где-то там советовался. Вот это странно. И вот терпения у чеченцев хватило выслушать его, просто выслушать, потому что многие чеченцы такие глупышки, и что-то мы говорим, вот даже я как-то резко отвечаю, и вот, а почему ты так, это же наши братья, десятое, потому что они не видят, они не слышат то, что происходит. И вот для наглядного примера, конечно, это было здорово послушать вот этого Чикина Дедеза. Но, знаете, башить тоже не надо. Вот он инициативу взял в свои руки и бегал там, всех нас клеймил. Под конец, конечно, он немножко пришел в себя, немножко начал. Я сейчас, хотя холодно, себе футболку хочу снять. Почему я ходил в футболку целый час, тоже непонятно. На берегу моря мы сейчас пройдемся. Сейчас эта футболка тоже. 1 минуту, я сейчас приду в себя. Короче, нужно было заранее вот так сделать. Я 40 минут снимаю. Хотя и солнца нет, но ветер-то дует, а даже тоже может меня спокойно обдутое вот немножко тело белое. Я не люблю белое тело. Хотя в Таиланде это приветствует. Белый человек. Вот такие, вот видите, море вот такое у нас. Вот проблема вот этого берега, что мусор, заросли, они туда, заросли, видите, заросли вот там. Они начали выбирать, представляете, целую неделю не приходил, пришел, вот этот участок убрал и все, пропал человек. И вот, конечно, вот такими темпами береги, видите, вон там вдалеке, все надо убирать, он будет убирать целый год, наверное. А пока он это будет убирать, смотрите, снова берег, вот этот, вот морские водоросли. Да, прилив, отлив, вот бывает. Немножко вас релакс видео сегодня снимем. Релакс. Ну вот такое. Говори, не говори, я не знаю. Люди, конечно, не понимают, вот мне не нужно вот такое. Вот, знаете, конечно, я очень резко реагирую. Знаете почему? Потому что то, что я пережил, еще какие-то подонки еще будет нам указывать, еще нас будет знать, все это мы пережили, и вот начинаем эти спали, когда мы крови там обтекаем. И вот начинает вот это каждый вот, на чеченцах хотят себя делать имя. Чеченцы это ремарка. Не потому, что мы не пятимся, не там, мы вот это, видите, и просто я говорю, что есть. Вот это дикие места тут, я бы хотел бы сегодня пойти, может мне удастся туда попасть. Вот такое. Вот это кораблики. Вот вам море. Вот такое.
Если честно, как вам сказать, я вот в таких местах уже сколько дней размышляю, думаю, вот думаю, что ничем хорошим все это не кончится, если их не приструнить, этих. Вот никогда в советское время тоже вот, поднимали голову все эти больные люди, и вот их сразу же, поэтому вот если это так будет продолжаться, я не думаю, что Россия устоит. Знаете, сегодня они ненавидят чеченцев, а завтра будет ненавидеть Россию. Это экстремизм. Экстремизм. И сегодня мы чеченцев не любим, а потом завтра будем, им скажут, вот они где-то прочтут, их гуру скажет им, вот это враги, и потом начнут себя других врагов искать. Вот они не могут без врагов, они не могут без этих страстей. И вот я так думаю, от берега там шум большой, от берега хочу уйти. Хотя я не знаю, как это видео, я стараюсь, конечно, у меня очень много мыслей в голове, так как русский язык не мой родной язык, мне иногда очень сложно разъяснять, не потому что я не знаю слова, я знаю, потому что я в детстве очень много книжек, я любитель книжек. Но вот бывает в секунду ты должен что-то сказать, и сразу мысль, она же не может прийти. Ты и родная речь, это очень сложно. Бывает, ты знаешь это слово, просто вылетает. И поэтому я всегда, иногда, вы заметите, в моих видео очень такие отступления, они иногда, как вам сказать, такие, вот песок. Хожу по песку, еле-еле двигаюсь. Такие вот эти обороты, конечно, это не гладко, это, ну, что там предъявлять мне? Вот такая речь, что я сделал. Была бы лучше, я бы и лучше говорил. Наверное, я не знаю. Дикция, она не была моим коньком, конечно, и в школе, и в личной жизни, там, не знаю, профессиональные поприще. Но если думаешь, что ты плохо говоришь и не можешь, я могу, у меня, знаете, у меня ум очень так хорошо развит. Когда я даже сам по себе, я могу такие вещи. И думать, что ой, у тебя не так гладко получилось. Знаешь, сколько я видео убрал вот так, снимаю, потом убираю. Ну, такое. Очень кустарники мне нравятся. Это так темно. Видите, вот раньше тут кипела жизнь. Море, вот я прибегаю с моря. Сел, как очень вкусные у них котлеты, вот как и в гамбургере, вот всякое вот это было. И пиццу тут давали раньше. Сейчас тоже, я вчера заметил, что тоже почему-то, да, было это. Да, дают кушать. Вот сейчас все хорошо. Просто насладитесь. Ведь знаете, отдых вот для этого и предназначен, чтобы наслаждаться. Еще никто не стал. Кошмар. Почти 7 часов. И я что, рекордсмен? Вот такое. Никто еще не стал. Вот и гостиница круговую она. По-моему, 1, 2, 3, 4 этажа. Да, 4 этажа и круговую. Смотрите. Красиво, да? Когда все распускается, когда
звучит музыка, и когда вот это, видите, для этих очень у них 3 разных вида вот матраса. Именно вот красиво, вот видите, для вот тут один сорт, там на берег другой сорт. И новый матрас есть. Вот тут мы раньше чевали, еще блины тут пекли раньше. Блины пекут, и потом вот это тоже можно сесть и что-то делать. Вот такое. Давайте мы попрощаемся с вами. Я, честное слово, я извиняюсь, конечно, если кого-то там, не знаю, я горяча вот это. Но знаете, я не имею в виду о целом народе, я не имею в виду о республиках, вот это. Я просто этих людей, которые подонки, неважно, чеченец, ингуш, узбек, казахстанец, американец, француз. Если человек непорядочный, и я толерантно таким людям не отношусь. Если человек лжет, если он лжет недопонимая или по глупости, я не знаю, или как бы, вот я понимаю, но он это делает специально, чтобы натравить народы против народа. Чем это кончится? Мы, чеченцы, знаем, как это бывает. Вот с русскими нас отравили, и нам объяснили, что вот они наши враги. Вот 2 чеченские войны, 300 тысяч чеченцев умерло, и русских, и других национальностей, которые в городе Грозном жили. И вот этот 40 тысяч чеченских детей не доросли до своего совершеннолетия, они не стали отцами, матерями, они не поступили в вузы учиться, и у них не было, как у нас многих, юность, не было молодости. И вот даже вот очень много, вы знаете, это судьбы, которые это они никогда не увидят это небо мирное, как мы видим. И вот люди, когда вот знают, чем это может обернуться, чем это может кончиться, вот они начинают всякие вот это делать, вот тогда да, там не нужно толерантствовать, там не нужно сисюскаться такими людьми. Эти люди преступники, они ведут преступный образ жизни, они вот если они могли бы еще хуже делать, они могли бы сделать еще хуже. Вот они по своим возможностям вот это стараются нас, я не знаю, вот эта гибридная война, вот, хотят у нас уничтожить, если так сказать корректно. Нас хотят уничтожить, но посмотрим, удастся, не удастся. Мы, чеченцы, за свою историю. Вот у меня, вы всегда, у вас нет истории, мы же показывали, доказывали за свою историю. Это мы не, это за нас все это написано. И уж сколько великих классиков об этом написали, они были сосланы, они были в рядах этого, вот были эти офицерами, вот они все это написали. Хаджи Мурат, Валерик, это не я сижу, как эти некие мужчины сидят там, пишут. Это до меня, до нас написано. И эти великие ученые, эти великие мыслители, эти великие философы, вот они все, вот это не бывает, вот где-то там вычеркнул, ой, какой-то Чернохоп что-то написал, или кто-то, вот это, как и сейчас, раньше они были, эти люди, завистливы. И вот, конечно, когда шла война между кавказским народом и с Россией, Российской империей, вы что думаете, все будет? Вот, конечно, мы, чеченцы, пострадали, конечно, от этого очень сильно пострадали. И надеюсь, что будет хорошо. Надеюсь, все будет хорошо. Всем по заслугам. Пока-пока. С вами был Одинокий Житель. До следующего раза.